свой первый зарубежный визит в Кабардино-Балкарию в качестве президента Абхазии Рауль Хаджимба в первую очередь побывал на площади Абхазии. У памятника абхазским добровольцам собралось много народу. Речь президента Абхазии перед общественностью города Нальчик и ветеранами-добровольцами звучала эмоционально и искренне. Я рад быть здесь. Это действительно искренние чувства, которые обуревают меня изнутри. И быть здесь – это великая честь. Когда нам было тяжело, абхазам, первыми, кто откликнулись, наши братья-адыги. И я не сомневаюсь, что в нашей жизни, в нашей дальнейшей истории будут лучшие времена. А память ребятам погибшим, я думаю, нужно нам будет передавать из поколения в поколение, не забывать об этом. И памятники должны быть другие. Памятники, которые будут говорить о созидательном труде, о наших отношениях. А отношения у нас, которые складывались и будут складываться, будут на пользу нашим обоим народам. Не сомневаюсь. Успехов нам всем, счастья нашим народам. И я открыт и хочу, чтобы мы все были в этой ситуации открытости всегда. Спасибо вам за то, что вы есть, за то, что вы с нами. В Государственном концертном зале Кабардино-Балкарии состоялась встреча с Союзом абхазских добровольцев. В фойе концертного зала президента Абхазии обступили ветераны-добровольцы, родители погибших на войне в Абхазии, молодежь. Ведь все последние годы Рауль Хаджимба никогда не терял с ними связь и в бытность вице-президентом, и в рамках своей общественной деятельности связывался, общался, решал проблемы. Со времен первого президента Республики Абхазия Владислава Григорьевича Ардзинба, которого все адыги называли «наш президент», наступил такой момент, вот именно сегодня, когда мы можем сказать, что наш президент снова в Абхазии у власти, во главе народа абхазского стоит. То, что нас может объединить, помимо вот братства, искреннего отношения друг к другу и так далее, это проект, который называется «Независимая Абхазия». И мы готовы, вот адыги готовы были с первого дня, когда Абхазия стала на путь обретения независимости, поддержать всеми своими средствами, духовными, материальными, людскими, чтобы эта мечта вековая абхазского народа, чтобы она осуществилась. Потому что это прецедент, это то, что многие народы добиваются столетиями. И раз в 1000 лет может выпасть такой шанс, чтобы стать действительно независимым, свободным государством. И мы возлагаем большие надежды на нашего президента Рауля Хаджимба. Надеемся, что при поддержке народа Абхазии, при поддержке нашей поддержки, что мы все-таки сможем этот проект реализовать. И вот с такими надеждами, и вот этот приезд сюда президента Абхазии, я думаю, это первый шаг в направлении большой работы по восстановлению, переводу на новый уровень абхазо-адыгских отношений. Мы рады видеть абхазы, которые живут в Кабарде, нашего верховного главнокомандующего. Как приказы не обсуждают. Мы всегда там, где интересы нашей Родины, где наш верховный главнокомандующий. А ему лично мы желаем здоровья, абхазского долголетия, единства нашего народа. Я думаю, все-таки надо открыто друг другу в глаза смотреть, говорить правду, относиться по-братски, как родным людям друг к другу. Вот искренность и правда, оно все ставит на свое место. Мы прошли вместе войну, и все то, что связано с Абхазией, а это самое главное, человеческий потенциал, мы его должны уважать и ценить. Я надеюсь на то, что наши отношения, которые последние годы были в той или иной степени снижены, хочу заверить и здесь живущих, и наших граждан, что эти отношения будут совершенно другого уровня. Хотим поблагодарить делегацию, которая приехала во главе президентом Абхазии. У нас очень большие планы тоже Союза абхазских добровольцев. Мы надеемся, чтобы нашей молодежи у нас очень много по куначеству. У нас очень большие планы, поэтому мы хотим с Абхазией, как были братьями и сестрами, так и чтобы были до сих пор. И были, и будем ездить друг к другу, поздравлять с днем рождения, с
со свадьбами. Но кто народ Абхазии видел, чтобы никогда больше ни один народ не видел. В начале встречи президенту Абхазии предоставили слово. Еще раз добрый день. Спасибо, что вы пришли, откликнулись на нашу просьбу встретиться. Несомненно, я думаю, здесь ни я, ни кто другой не будет говорить красивых, лестных слов. Мы маленькая страна, которая перенесла многое тяжелое, которое было в нашей истории. И Кабардино-Балкария со своими сыновьями была рядом с нами. Я в первую очередь преклоняюсь перед памятью ребят погибших и матерями, родителями, которые воспитали таких сыновей. Несомненно, в нашей истории будут времена, которые будут лучшими, чем вчера, чем позавчера. Но забыть войну, забыть ребят, которые отдали жизни за то, чтобы Абхазия была, этого нельзя допустить. Память об этих ребятах должна быть в наших сердцах. Я хорошо помню ребят, которые были рядом со мной во время войны, которые непосредственно прошли плечом к плечу с нами. Таскерт Загоев, которого я хорошо помню, Гена Карданов, многие другие ребята. Самое главное, что мы должны помнить об этих ребятах, которые не вернулись с полей. А те, кто остался жив и сегодня продолжает жить и работать, мы должны создать все условия для того, чтобы эти отношения, которые были, стали бы еще крепче, стали бы такими, которые позволят нам не говорить вообще о проблемах войны. Мы должны быть силой, которая сумеет выстоять перед любыми невзгодами. Сегодня есть реальная возможность еще раз использовать наши отношения совершенно в другом направлении. Это в созидательном труде. Мы открыты. Мы открытое общество, которое хочет видеть вас с нами, рядом там, в процессах, которые мы проводим. Строительство нашего государства. Есть разные направления. Сегодня те угрозы, которые стоят перед Абхазией, вообще в целом перед миром, и в целом перед Россией. Я думаю, что все прекрасно понимают те процессы, которые происходят вокруг России, попытка опоясать Россию очередными проблемами. И у нас вызывает определенную, понимаете, ситуацию нервозности. То, что происходит сегодня в Грузии, когда пытаются опять говорить с позиции войны. Но мы, маленькое государство, которое выдержало все это, а выдержало благодаря тому, что рядом с нами были наши братья-адыги, представители различных народов России, даже и из-за пределов бывшего советского государства. К нам приехали наши братья из Турции, Сирии, Иордании, со всего мира. И поэтому мы были силой. Сегодня нам вновь нужно начать этот процесс. Этот процесс, который позволит нам стать единой силой. Силой которой можно будет изменить многое, что на Кавказе. И я хочу, чтобы в этом вопросе мы были с вами одной семьей. Спасибо вам. Я готов к разговору открытому, чтобы мы говорили с вами, а чтобы не я один говорил. И я надеюсь, мы поймем друг друга, как понимали это в период войны, послевоенный период. И надеюсь, это понимание позволит нам быть еще более тесно связанным. Спасибо вам. Раулю Хаджимба задавали вопросы, ведь их накопилось немало. Сегодня и по прошествии более 20 лет со дня окончания грузино-абхазской войны многие кабардинские матери, как и абхазские, не знают о судьбе своих пропавших на войне сыновей. Президенту Абхазии они доверительно показывали фото дорогих людей и памятные семейные реликвии. Рауль Хаджимба обещал содействие и поддержку, выразил готовность решить вопросы социальных гарантий, получившим увечья на войне, и родителям погибших, и оставшимся без кормильца. На встрече поднимались вопросы предоставления гражданства воевавшим в Абхазии, увековечения памяти добровольцев, подготовки видеопродукции и печатных изданий. Глубоко уважаемый господин президент, уважаемый Аслан Алексеевич, дорогие друзья, с вашего позволения
От имени коллектива Аграрного университета имени Колкова, который я сегодня представляю здесь, я поздравляю вас с избранием на такой высокий пост президента Абхазии. Желаю вам доброго здоровья, больших успехов и процветания нашей горячо любимой Апсны. С вашего позволения, уважаемый Рауль Джункович, я хочу обратиться ко всем матерям, отцам, сестрам и женам наших добровольцев, которые защищали мою любимую Абхазию, мою Апсны. Низкий вам поклон за это. От имени женщин Абхазии, которые проживают много-много лет здесь. Я уже 30 лет с гордостью ношу кабардинскую фамилию Гучапшева, хотя этнически я Кацба. Мое сердце здесь с вами. Душа, конечно, в Абхазии. Я хочу поддержать предыдущего оратора о том, что действительно нет той структуры, которая бы координировала действия всех общественных организаций, связанных кровью с Абхазией. И прошу о создании такой структуры. Отсутствие ее меня привело в Фонд культуры к Владимиру Халидовичу Ворокову. И он создает вместе с нами Национальный культурный центр Абхазии, о чем я сейчас хочу громко заявить. Спасибо вам большое за внимание. Еще раз всем доброго здоровья, процветания, благополучия народу Абхазии, Кабардино-Балкарии и России. Низкий вам поклон. Герой Абхазии Аслан Мирзоев в своем выступлении затронул тему взаимодействия и взаимосотрудничества представителей интеллигенции двух братских народов, особенно ученых-историков и людей творческих профессий, ибо взаимопроникновение двух культур – важная составляющая единения абхазо-адыгского мира. Говорили также о совместных экономических проектах. Для меня тоже очень знаменателен именно, что Рауль Джункович, как глава абхазского государства, именно первый визит, оно, может быть, совпало с этим торжественным мероприятием, то есть инаугурацией нового президента Кабардино-Балкарии, но, тем не менее, его приезд именно в Нальчик, именно в Кабардино-Балкарию, к адыгам, для меня это очень приятно, очень важно. Как бы кто не давал оценку этому, и найдутся те, которые будут к этому смотреть, что, может быть, это стоило бы ехать именно в Карачаево-Черкесию, там, где проживают абхазины. Нет, абсолютно верное решение, абсолютно верный шаг. И на сегодняшний день на этой встрече, наверное, таких громких заявлений, больших обещаний не должно быть, никто не ожидает, наверное. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть те вопросы, которые, будучи кандидатом в президенты, приезжая в Черкесск к нам, Раулю Джунковичу, эти вопросы я поднимал. И я думаю, что оно будет иметь разрешение. Это тот вопрос, что присутствие именно особенно молодых, не в плане культурного обмена коллективами или конкретными людьми, но наше присутствие с вами там должно быть постоянно. Что они должны участвовать, наши молодые, и в экономической деятельности, в культурной деятельности, и постоянно наши люди там должны проживать. Я пожелаю Раулю Джунковичу огромных успехов именно в этой тяжелейшей, сложнейшей ситуации, сложнейшее время для него, и в то же время пожелать нам всем понимания, терпения, тому, чтобы завтра, о чем мечтали те ребята, которые не дожили до этого дня, о чем мечтали мы с вами, о чем мечтали наши родные и близкие, наши старшие, чтобы оно действительно воочию мы увидели, должны двигаться дальше, как здесь вот на этой встрече это подчеркивалось, у каждого это в душе, каждый горит этим желанием, дай Бог, дай Всевышнему, чтобы у нас это получилось. Но во главе республики встал человек, который Владислав Арзенбай назвал своим преемником. 10 лет нам надо было прожить и прийти к этому моменту, чтобы последнюю просьбу нашего величайшего лидера выполнить. Наш народ эту просьбу выполнил. Я вас уверяю, я могу со всей ответственностью заявить, как человек, который находился и в команде Владислава Арзенбая, и вместе с Мухаммедом Килба, с тем же Раулем Джунковичем Хаджимба,
что сегодня Абхазия будет строиться, развиваться и продвигаться вперед по заветам Владислава Ардзумба. Это означает, что мы одна семья, так говорил Владислав Ардзумба, мы вместе, и мы все должны сделать для того, чтобы молодежь, которая подрастает, понимала, через чего мы прошли, и какой мост, я это говорил на одной встрече, какой мост построили добровольцы. Это золотой мост, через которого будет тысячелетия наши потомки ходить. Я вам искренне, чисто по-братски еще раз желаю счастья, мира и благополучия. Президент Абхазии на протяжении всей встречи подчеркивал важность объединения вне зависимости политических пристрастий во имя будущего всего абхазо-адыгского мира. Нам делиться ни в коем случае нельзя. Из-за политических пристрастий в Абхазии мы создали такую ситуацию еще в 2004 году. И с тех пор мы пытаемся объединить общество. И, к счастью, это начало получаться у нас. Мы придем к этому. Но вот то, что мы заразили своим политическим разделением всех остальных, это отдается эхом. И здесь, и во многих, как говорится, странах, где живут наши братья абхазы, адыги. Но хочу, чтобы мы поняли, мы ничего с вами не изменим, если будем идти по пути жесткого противостояния друг против друга. Что касается тех проблем, которые были здесь озвучены, несомненно, они есть. Они должны решаться. Никто не говорит о том, что если мы закроем глаза на это, и эти проблемы уйдут. Они будут. При всем том, что мы делаем вид, что мы их не видим. Но я открыто хочу еще раз заметить. Только мы с вами можем изменить положение дел во всех этих направлениях. Я говорил и во время выборной кампании, я благодарен ребятам, добровольцам, которые нас поддержали. Поддержали именно ожидая тех перемен, которые должны изменить ситуацию во всех этих вопросах. Мы во время войны ждали появления хотя бы одного человека, и нас это окрыляло. Это нас вело в бой, мы становились крепче, чем кто-либо. И сегодня те связи, которые должны быть сегодня возобновлены, дадут импульс к новым отношениям. Нам надо думать уже о завтрашнем дне, об отношениях не только между нами, те, кто воевал, а об отношениях наших детей, которые завтра придут нам на смену. Если мы закончим эти отношения на отношениях, которые были между нами, поколением, которое уже фактически дошло до возраста 50-60 лет, это природа человека, мы с вами отойдем. А остальным нужно создать возможности для того, чтобы эти ребята были бы на более высоком уровне отношений. Я не сомневаюсь, и вы, и мы это сможем сделать. По окончании встречи ее участники продолжали делиться впечатлениями, а ребята-добровольцы в течение всего визита приходили к президенту и общались с ним. А на обратный путь сопровождали кортеж до выезда из Кабардино-Балкарии. Эмма Ходжа, Роберт Ломя, Абхазское телевидение.